Вот и первая гроза. Люблю, говорит, грозу в начале мая. Как бомбанет и нет сараем. Люди убираются, тепло. И вот река видна. Река поднимается жестко. Что-то морда какая-то у тебя страшная, блин. О, нет, надо что-то побриться надо. А ну как было дело? Сразу бодряком стал. Нормально, Андрюха. Ребят, на дворе 6 мая и первая гроза у нас сегодня. Ну, начинаем движуху. Такие заводы. Баловаться. Я не балуюсь, я пытаюсь ее поставить. Какую? Вот эту? Да. Всем привет, ребят. Ну вот, вышел на реку посмотреть, обстановочку, так скажем, разрядить. Вот в центре у нас, ребят, речушка Визинга в таком состоянии. За последнее время потеплело хорошенько и вода поперла. Вот утки летают. Ну здорово, короче. Небольшой лайв выпуск, так как сказали, то что пропал. Нормально, ребят, все жив-здоров. Вот собрался корешу в баню. Съездим, попаримся, отдохнем. Ну и сегодня небольшой обзорчик с меня, так что смотрим, ребятушки. Вызываю такси, еду. Здравствуйте, а можно машинку автопавильон, пожалуйста? Хорошо, ожидаем. Центр, ребят, Визинга. Большая деревня с дырками. Вот такой асфальт. Ну, как обычно у всех, наверное. Жду машину. Вот опять, ребят, ливанет. Сегодня, кстати, первая гроза была у нас. Вот лужи видно. Помочил так дождик. Первая гроза. Конечно, в республике Коми это редкость, что так рано весной вот так гроза бывает. Ничего, жду машинку, должна подъехать. Добрался до участков. Удачный такой участочек. Будем париться, мыться, отдыхать. Ребят, душевно посидели, погрелись. Аж еле иду, такси не вызвал, так иду, гуляю, дышу воздухом. Ну, сейчас для вас кое-какие обзорчики. Что, прикупил сезончик, так что нормально. Воу-воу, ребятушки, всем привет, привет, мои родные, ребят. Так долго я не выходил на связь, просто, ребят, головников столько навалилось, ну, тем самым проблем. Даже неохота и перечислять, было очень много вообще проблем, ребят, просто начали писать уже в комментариях, ВКонтакте много выходили, как бы, Андрюха, где ты, куда пропал, там, что с тобой, что там случилось. Уже были такие угрозы даже, как бы, ну, хотя бы соизволил написать, что какое-то маленькое видео сделать. Ну, что с тобой вообще творится, как бы жив-здоров там и так далее и тому подобное. Ребят, жив-здоров, все хорошо, все нормально, все пучком, так скажем.
И, соответственно, я хочу сегодня сделать это видео, потому что много уже пишут, как бы, ты что с тобой, куда пропал, там, ты где есть, там, вообще, как бы, за последний ролик, там, то, что я выходил у меня, как бы, и туда все пишут, как бы, и ВКонтакте многие подписчики, как бы, есть, как бы, ну, не подписчики, а друзья мои. Где видосы, Андрюха, ты что там, как бы, что там творишь вообще, что с тобой творится, как бы, ну, вот хочу, ребята, объясниться, как бы. Были проблемы, ну, с ними порешал, как бы, все в целом, все хорошо. Сейчас в данный момент вышел в отпуск, и вот сегодня такой лайв-выпуск. Хочу пообщаться со своим зрителем, потому что потеряли, реально потеряли. Ну, я думаю, мы это наверстаем, так как я вышел в отпуск. У нас весна, ребят, у нас потепление, лед уже ушел. Пропустил я закрытие сезона, хотя были возможности, но у меня другие были планы. Ну, там не до рыбалок, реально было не до рыбалок. Открылась охота 1 числа, 1 мая у нас в моем регионе, в Республике Коми, открылась охота. Ну, с охотой тоже в этом сезоне не получится, это 100%. Вот. Сегодня у нас 7 мая, погода за бортом четкая, днем аж до 12 градусов. Вчера была вообще жара, сегодня после бани. В начале ролика вы поняли, да, катался в баньку там к корешам, посидели. И сегодня у меня сборы, завтра мы, ребят, выезжаем просто балдеть. Вода очень сильно поднялась, как бы сейчас в плане не до рыбалок, потому что все залило. Ну, мужики катаются на моторе, они охотятся, кто-то промысловой рыбалкой занимается, это в плане сетей. А мы завтра хотим просто выдвинуться на такой пикник, скажем так, на 2 лодках. Проплывем там немножко, заедем на остров, который затопленный, такой как необитаемый, и там, короче, ребят, забазируемся, будем готовить свежую рыбу, всякие вкусняшки, короче, общаться, отдыхать, ну просто вот так. Будем ночевать пару дней, я думаю, встретим 9 мая, и я все покажу, как бы расскажу. В плане проблем, еще раз, ребят, это в заднюю сторону, как бы, сейчас выхожу на связь, все вроде как нормал. Все пучком, как бы все, ну, как бы все уже нормально, все восстановился, все хорошо. И как бы сегодня, ребят, небольшой такой выпуск, как бы немного рекламы, как бы немного то, что я заказывал на сезон, готовлю к сезону, к летнему, так что хочу много попутешествовать и как бы хочу хорошо, отлично отдохнуть, порыбалить. И что, ребят, я приобрел, хочу просто показать, поделиться, кому может быть полезно, кому будет интересно. Также будем списываться в комментариях, что как у кого что может есть такое. Ну, во-первых, ребят, постоянно мои одиночные походы на Налима, да, кстати, сейчас собираюсь на Налима по-весеннему попробовать. И многие писали, как бы там, ну, я там возле костерка, там где-то там на лаптике там прилягу, там отдохну. Ну, Андрюх, что там не палатка, что там не как бы там не спальник, не лежак там у тебя там туда-сюда и тому подобное. Ну, во-первых, это пешие походы. Донести до места очень тяжело. Дороги у нас в Республике Коми вообще нет, ребят. Я даже за асфальт вообще молчу, а в плане каких-то таких там таежных дорог, там вообще просто беда. Много видео на канале, где мы на пятнашке просто пробираемся, там страшно вообще, просто страшно. Ну нет, ребят, приобрел я спальничек, вот, спальничек, я уже на нем пробовал отдыхать, балдеть. Мне он так понравился. Ну, он прикольный, как бы можно залезть в спальник, можно расстелиться, как бы и уже полноценное одеяло. И это не реклама, ребят, купил я как бы за свои живые деньги. Вот Венгер, это спортмастер, просто люблю как бы одевать спортивные вещи, и бонусные карты копятся, как бы баллы копятся, и просто на баллы потом соберешь за копеечки. Ну, ценник такой для меня как бы существенный, но я все-таки взял. Вот чехольчик от него, он его расстелил. Тут балдею, шикарно, все четко. Такой нормальный спальничек. Я говорю, ребят, это не реклама, это просто то, что я приобрел к сезону, потому что хочу красиво, культурно отдыхать, потому что планирую поездочки, ну, не ночевые, а на пару дней, на пару суток, на пару-троек дней и так далее и тому подобное. 180 плюс 35 сантиметров, как бы, ну, нормально. Комфорт плюс 20, лимит плюс 10, экстрим 0. Такой средний спальничек в цвете хаки. Как бы взял, были там синие туристические, знаете, ребята, там розовые, там голубые. Ну, выбрал себе такой. Вот я даже в нем на диване просто взял, попробовал поспать. Просто шикарный спальничек. Мне очень нравится, нормально, пойдет. Я буду его таскать. Вес какой не особый,
Кстати, сколько вес, кстати, сейчас посмотрим. Вес. А, вес всего лишь кило 440. Ну, 1,5 килограмма, грубо, да? Ну, нормально, в принципе. Большой рюкзачок можно или подвесить его, пойдет. Также, ребят, погнали. Будем вообще делать контент, будем делать вещи. Взял палаточку. Ну, как не взял? Она уже была у меня давно, но, соответственно, почему-то я как-то ее не использовал. Потому что, говорю, пешие походы много чего значит. А сейчас как бы хочу вот продвигаться, там, с горя пополам донесу, но зато будет комфорт на реке, на берегу. И вот тоже спортмастер, ребят, это не реклама, соответственно, такая средняя палаточка. Все, но она уже есть, она уже будет на канале, она уже будет работать, мы будем ее проверять и так далее и тому подобное. Ладно, ребятушки, прям далее. Это посылочка от подписчика. Ну, от кореша. Я подписчиков никак не буду называть. От братана, от кореша, от подруги, от сестры там, и так далее и тому подобное. Михаил Васильевич, Самара. Какой-то был видосик, я так не помню, уже сейчас не могу сказать. В плане чего-то, где-то мы там замерзали, короче, или на бане, или в палатке. А, кстати, да, не вывозила горелочка, то, что я вот купил сейчас по кухне, да, кстати, по кухне вперед еще пойдем. Не вывозила горелочка, замерзали баллоны. Баллоны замерзают, я не могу их, короче, просто я держу за пазухой один, второй там догорает, и он замерзает, и все, не вывозим. Он мне прислал такую штуку, ребят, это, я так понял, армейская штука тоже, комплект автономных источников тепла. Это как пластилин, короче, ребят, его берете, наминаем, разминаем, и к баллонам положили, все, температура такая, что там вообще просто, допустим, даже внимание, вот, не скрывать нужно пакеты применения. Короче, он даже, если, допустим, одного-второго слоя ткани не используется, то он, короче, может обжечь даже. Представляете, какая температура? Допустим, вот так хранить баллоны или там, я даже не знаю, в спальник там куда-то закутать его. Будет клевая штука. Вот это все в целом, пластилин, такой кусочек. Мишаня, тебе огромное спасибо. Самара на связи. Присылал мне еще по зиме. Но я как бы не скрывался, ничего. Ну вот я скрылся сейчас, просто сейчас распаковываю вещи. Собираюсь завтра вот мы выехать и как бы просто как бы лайфхак такой, не лайфхак, а лайф-выпуск получается, то, что как происходит у меня. И немного вот поделиться, то, что я вообще приобрелся к сезону. Ребят, идем прям дальше. Кухня. Соответственно, кухня, да, ребят? У нас там котелочки, там какие-то там кофейные банки и так далее. Там многие пишут, что не возьмете себе нормально. Наконец-то, ребят, я приобрел себе. Это реально я купил. Это купил просто, вот я не знаю. Это вот товары для туризма просто. Ценник такой тоже как бы кусается. Ну, наконец-то я его взял. 5-литровый казанчик. Вот такая штука. Еще прикол, ребят. Крышка сковородка вообще. Я думаю, с Илюхой для нас будет для похода просто шикарно. Но если будем в плане на машине, соответственно, пешком его не поносишь, потому что 5-литровый. Тут даже рецепт для кухни написано, рецепт классической ухи написано. Ну, котелочек такой 5-литровый пойдет. Наконец-то взял, потому что давно хотел себе хорошую посуду. Ну, еще прикол, то, что тут крышка-сковородка. Не знаю, будем разбивать его на костре или не будем. Или будем готовить на нем на горелочке уже вот так. Красиво, все спокойненько, потому что на такой штуке можно уже сделать хорошие блюда в плане плова, в плане там тушеного мяса там или еще что-то, как бы, ну, в котелке там, соответственно, ты это не сделаешь, ну, в таком дешманском, как у нас, там банка какая-то просто там. Вот, ребят, есть это дело, есть. Он еще свежачок, просто в пленочку только был, я пленочку снял, все, вот так. Ну, идем далее, ребят. Соответственно, заказал там какие-то плетеночки, вот с Алиэкспресса приходят плетеночки, это все тоже как бы к сезончику, все готовлюсь, потихоньку заказываю. Зима длинная у нас, ребят, больше полугода, так что потихоньку заказываю, конетелюсь. Вот, заказал катушечку себе, ребят, тоже китайская катушечка, 3000, на спинник или на фидерок пойдет, я не знаю. Вейпер 3000. Ссылочку могу оставить в описании. В принципе, мне понравился продавец или как там консультант. Ну, он все мне объяснил. Это, кстати, новинка. Ну, Китай, само собой, Китай, как бы.
Он не проверенный еще, но я посмотрю его как бы туда-сюда. Я не знаю, поставим или на спиннинг, или на фидорок. Ну, на фидорок 3000, думаю, будет маловато. Ну, посмотрим. Так, ребят, прям далее. Недавно, это совсем недавно пришла коробочка. Вот, заказывал сапоги-то, ребят, то помните, вездеход, вот зимние сапоги, мне очень понравились, Топтыгин тут эмблема висит. И вот в плане с ними списался. И вот они мне прислали сапожки, ребят, вот такие. Коробочку сейчас в сторону выкину. Все, заказался. Я, правда, цвет хотел или зеленый, или черный, но пришел такой синеватый. Ну, думаю, как бы что, смущаться не будем. У меня носочки, вон, ребята, какие гламурные. А тут сапожки, думаю, не все значит. Но они, соответственно, также они не резина. Это будет тепло. Я вот, возможно, завтра, допустим, у нас ночью будет градусов, наверное, 5 тепла. Градусов 5 тепла. Я думаю, в броднях, в резине я замерзну, а вот завтра в таких сапожках, я думаю, будет мне нормально. Ну, в зимних там до 40 градусов, я думаю, там будет жара днем. Ноги спреют, к вечеру не замерзнут. А в этих будет нормально. Также есть чулочки, ребят, такие сапожки. И как я с ними уже связывался, они узнали то, что у меня есть свой канал на ютубе. Они еще, ребят, напихали, короче, мне всяких приколюх. Представляете, меня это очень удивило. Кукурузная патока для фидера. Так как я через них заказывал фидеры, они еще, короче, мне сделали как подарочек. В одном сапожке получается кукурузная патока, а в другом сапожке, ребят, немного всяких спреев. Вот это получается укроп, анис и клубника. Просто поставлю на полочку, как дезодорант, пускай стоит. Ну, сейчас комодик затарю, там комодик поправляю туда-сюда, тут вещи как бы разбираю маленько. Все. А так сапожки, ребят, прикольные. Чулочек, давайте приоденемся, посмотрим. Вот такой средний чулок. Вот так. Ну и уже тут у меня был Топтыгин, а здесь получается Леша. Те уже не буду доставать, я просто зимние уже убрал. Вот, шикарно. Я думаю, завтра в них и попробую. Потому что в резине я, скорее всего, замерзну. Ну, хотя это бродни. Забродники. Вот, как бы, ребят, вот такие пока пироги. Нормально. Ну и что получается? Что еще? Что еще? Ну и вот, ребят, в плане зимы многие видели то, что от Хьюгаши я заказывал кан. Кан мне вообще шикарен, просто понравился. Мы с Григорьевичем пойдем за Харюзом. Я его буду использовать как сумку, как для Харюза получается. Ну, потому что он и сумка кан есть. Заказывал удильник зимний для балансиров. Правда, не разловил нифига, поймал только одного окуня, наверное, на него. Ну, потому что у нас там с местами тоже постоянно какая-то беда. И вот хочу распаковать. Давно уже пришел. Сейчас возьмем ножичек. Распакуем. Заказал фидорок себе, ребят. Хочу в этом сезоне попробовать разноплановую рыбалку. Ну и подизучать. Все, вроде пустой. Тут дудка. Труба мира. Хочу в этом плане, ребят, попробовать фидерную рыбалку. Буду списываться с Дамиром. Дамир мой кореш. Он отличный по этому делу. И будем пробовать. Такой чехольчик. К сезону, ребят, готовлюсь жестко готовлюсь к сезону, потому что так, ну это основная получается. Вот Хьюгаши видно, да? Основная палочка. Тест у нас получается 3-метровый. Я уже забыл в описании, что я писал. Какой я хотел. Так, ну здесь я понял. Здесь у нас колено. Это кончики жесткий, тонкий. Ну и вторая палочка получается. Второй соединитель. Там как будто что-то еще есть. Там еще, наверное, колено есть. Да, еще есть колено. Вот еще есть колено. Ну, конкретно получается вот этот составник, он меняется, да? Это сейчас у нас стоит самый тонкий, я так понял. Да, это самый тоненький. Так.
Ну что, такой фидерок, ребят, 3-метровый пойдет. Просто у меня не было нормального фидера, как бы, знаешь, все говорят, будем рыбачить на фидер. А в оконцове-то у меня спиннинг, короче, ну, как бы, он не подходит. Вот взял средний себе такой фидер от Хьюгаши. Блин, тоже там продавец молодец, как бы все объясняет, все рассказывает, не ленится, ссылочки кидает, вообще классно. Ссылочку, ребят, на фидер и на сапожки я оставлю в описании, потому что, ну, люди работают, людям это интересно. Знаете, там, как бы, иной раз в магазин заходишь, у нас в деревне заходишь, стоит продавщица такая недовольная, как будто я, ну, хуй знает, как будто у нее все уже, с утра уже она устала. Там, можно мне там кофе, там, что-нибудь еще, а она там начинает дерзить. Как бы, ну, уже относительно мне это не нравится, потому что, ну, продавец должен общаться с клиентом, а тут такие, знаете, общения, ну, просто даже неохота покупать, просто сказать, да, тормози, мать, иди как бы стороной. А тут реально, как бы, люди общаются, люди списываются, созваниваются, все четко. В таком тубусе пришел. Это к сезону, ребят. Ну, сезончик у нас будет начало июня, конец мая. Это еще не скоро. Ну, как-то так, ребят. По посылочкам рассказал. Завтра выезжаем на природу, кайфанем просто. Хочу просто уже, ребят, этого, потому что 2 месяца, ребята, никуда не выезжал, отвечаю. Это просто для меня кошмар. До этого я выезжал каждые выходные, грубо говоря, да, периодически. А здесь 2 месяца просто не было возможности вообще. Просто, ну, душа хочет, душа просто желает этого, потому что для меня, ну, природа и вообще общение с природой, там, наедине с тайгой, это для меня как лекарство. А если нет лекарства, человек болеет. Соответственно, заболел немного. Ну, будем лечиться, я думаю. Завтра будем лечиться. Думаю, поснимаю для вас что-то интересное. Созванивать. Завтра еду с Ильюхой и еще с парнишкой. Будем плавляться на 2 лодках. Вода большая, страшная. У нас мы идем на резинках. Много скарпа будет. Так что я думаю, ну, будет все хорошо. Я думаю, отдохнем по-человечески вообще. Просто отдохнем. Просто хочу отдохнуть. И будет такой поход своеобразный. Будем кушать, будем общаться. Может, что-то интересное покажу. Много будет охотников, само собой, потому что сейчас открытая охота. А какие-то рыбаки будут там туда-сюда. Ну, повстречаемся. Короче, потарахтим. Так что, ребят, не теряйте Дрюню, не теряйте. Дрюня здесь, Дрюня все хорошо, жив-здоров. Просто был такой период, что еще раз объясняю. Ну, это не как бы... Кто знает, тот знает. А для общего обозрения как бы не хочу говорить. Ну, все будет путем. Я думаю, будет все хорошо. Так что впереди будет очень много интересного, само собой, ребят. Потому что для меня рыбалка, это... Она не закончится никогда. Ну, закончится, когда меня не будет, само собой. А так я буду путешествовать, буду гонять. В этом сезоне хочу вообще просто... Помимо всего вот этого, хочу поездить вот по всяким другим рекам, допустим, какие-то другие даже вообще там города, в плане вот этого, как бы времени будет много. Но сейчас в отпуску, ребят, ну, вода не позволяет, вода прет, страшно прет, и, ну, как бы, соответственно, никакой рыбалки нету. Ну, я думаю, подождем недельку, и на Налима я, ребят, схожу, потому что уже готовлю доночки. Крючочки подтачиваем, уже все четко, уже все уже там копится, все собирается. И вот только водичка начнет нас сбывать, будет проход, я сразу пойду в одного. Мы, ребят, попробуем добыть хотя бы среднего на лемяху, ну и кайфанем с вами, по-взрослому, по-свойски. Так что, ребят, не теряйте, Дрюня на связи, ребят. Прошу прощения еще раз за то, что как бы там... Вообще там, и блогерам своим корешам я прошу прощения, то что не отписываюсь на комментарии, потому что у меня не было вообще возможности даже, потому что не было интернета, не было компьютера. Ну, сейчас все как немножко подзагрузил, подразгрузил, так скажем, и все нормально, ребят. Так что всем добра, мира, любви с одним собой. Ну и с наступающим 9 мая, с Днем Победы. С великой Днем Победы. Деды за нас бились, боролись. Ну и мы будем биться за них, за вас, за всех, за нас и за спецназ, там, скажем так. Все, разговорился, ребят. Всем мира, всем пока.